Я знаю, что есть люди, которые работают еще со вчерашнего дня, да, которые буквально сегодня прилетели и сразу, как говорится, с крыла за перо. Но я вижу, что запал есть, да, и сегодня мы, я надеюсь, проведем отличное, энергичное мероприятие. Это круглый стол «Инновационное и развитие региональных СМИ и учреждений печати». Кто-то ждал это мероприятие один день, кто-то год, а кто-то, может быть, и всю свою жизнь. Да? Очень энергичная, интересная повестка у нас. Присутствует Семенов Анатолий Аскалонович, министр инноваций, цифрового развития и информационных технологий. Аминов Ахметова Эльвира Фанисовна, первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа. Бочкарева Галина Алексеевна, председатель Союза журналистов Республики Саха-Якутия. И Аминов Ильшат Юнусович, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель Союза журналистов Республики Татарстан и генеральный директор акционерного общества ТРК «Новый век». Да, все мы знаем ТНВ. Сегодня коллеги из ТНВ нас везде опережали. Даже сейчас вот как-то лучше разбираются в пробках наших городских, чем я, да, коренной житель Якутска. Так, у нас сегодня состоит мероприятие из 3 блоков. Первый – это новые медиа развития региональных СМИ. Второй блок – это печатное издательское дело в современных условиях. Третий блок – национальная пресса и перспективы. Ну и потом еще есть у нас приятности. Так, приветственное слово и доклад развития средств массовой информации и печать в Республике Саха-Якутия я даю Семенову Анатолию Аскалоновичу, министру инноваций Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемая Эльвира Фанисовна, Ильшат Юнусович, уважаемые коллеги, земляки. Действительно, очень рад приветствовать коллег из Татарстана на земле Лунхо. Да, и мы в прошлом году такой же делегацией были в Татарстане. Мы видели, как развито медиа в Татарстане, были на ТНВ, в Татмедиа. И действительно, у нас на самом деле очень много общего. Да, мы, наверное, два единственных таких вот крупные национальные республики, которые имеют национальное телевидение, национальную печать, национальное издательство и, ну, как говорится, держим планку. Да? Иногда даже, нескромно скажем, побивая в рейтинге федеральные телеканалы. Да? Это правда, об этом надо говорить открыто. Это говорит о том, что национальная, скажем так, СМИ востребована самим населением. Это очень важно. Ну, сегодня у нас круглый стол. Я, кстати, тоже удивился, у нас не совсем круглый стол, но, тем не менее, я надеюсь, что максимально открыто поговорим на проблемы, которые стоят. На самом деле, сейчас мир изменился, мир, как бы ландшафт средств массовой информации изменился довольно кардинально, но мы видим, что на самом деле ветер дует в наши паруса. Да? То есть на самом деле для региональных СМИ открылось огромное окно возможностей. Люди хотят получать информацию из первоисточника, и мы видим, как растут рейтинги не только нашего телевидения, но и наших электронных СМИ. Рейтинги, ну, растет в том числе и подписка, то есть это на самом деле возвращается, самое главное, рекламные бюджеты, это тоже очень важно. Ну и возвращается читатель, зритель и наши жители, да, это очень важно. Конечно, если рассказывать про нашу республику, у меня должна была быть загружена презентация. Да, есть она, оказывается, да. Зарегистрировано 216 средств массовой информации. И хочу сказать, что у нас по последней переписи 996 тысяч жителей в республике. И в этом году мы наконец-то достигнем цифру 1 миллион. Мы в год столетия, я очень надеюсь, достигнем этой цифры, верю.
И несмотря на то, что у нас на самом деле плотность населения не очень большая, но наше население очень активно в интернете. Вот это очень важно. Вот я курирую не только СМИ, курирую отрасль связи, отрасль цифры, и у нас есть замеры наших сотовых операторов связи. Среднестатистический якутянин в 3 раза больше проводит времени в интернете, чем среднестатистический россиянин. То есть это вызвано и географической удаленности наших населенных пунктов. То есть, ну, грубо говоря, с Якутска до Черского надо лететь 3 часа на самолете. У нас 3 часовых пояса. Очень сложная связанность транспортная, да, и вот эта потребность в общении между, так как у нас все люди родственники в республике, да, и вот это огромное желание в общении, оно вот откладывает свой отпечаток. То есть на самом деле люди у нас очень активны в интернете, пользуются различными услугами и, соответственно, социальными сетями и электронными сервисами. Это видно. У нас там в свое время проводились конкурсы там «Мисс Виртуальной Якутии», и вообще любое голосование в интернете, несмотря на то, что там население у нас небольшое, мы всегда впереди планеты всей. И вот любая новость, любая, скажем так, у нас есть такое поговорка, не поговорка, даже такое понимание, как Этербес радио, да, то есть вот мы на самом деле вот WhatsApp, вот проникновение WhatsApp, вот мессенджера, там 96% практически, да, то есть новость мгновенно пролетает там за несколько секунд всю республику, и ты вот, допустим, меня сейчас фотографируют, и, наверное, уже прямо сейчас в группе Аймахтар меня обсуждают, что вот наш племянник там где-то выступает, да, хорошо выглядит, мама его хорошо кормит, там, или жена, да. На самом деле это правда, и это как бы наносит свои отпечатки на эту историю. То есть, да, наша госсми в эту сторону очень активно идет. Да, у нас прошла цифровизация госсми, мы это должны признать. В том числе и издательство «Аяр», у нас есть собственное приложение у НВК «Саха», у нас есть приложение «Радио Детым». И, кстати, я хочу сказать, что это интересно, вот коллеги с ТНВ у нас здесь присутствуют, нас же не пустили в цифровое ТВ, да, нам дали 5 часов на ОТР, да, при этом на русском языке, да. И, естественно, понятна эта история, что у нас просто не было выхода, мы пошли, вот НВК Саха, мы пошли в интернет и не прогадали. На самом деле сегодня оптоволокном покрыто 363 населенных пункта. Вот я недавно встречался вот на питерском форуме с Максутом Игоревичем Шадаевым, министром связи, и принято решение о строительстве оптоволоконных линий до всех районных центров республики. Это вся Арктика, это и Батагай, Черский, Чукурдах. И, пользуясь площадкой, то, что у нас здесь находятся журналисты, хочу обрадовать всех жителей, потому что это действительно будет историческое событие, когда вся республика покроется волос, а это говорит о чем? Что придет туда связь 4-го поколения, туда придет все наши мобильные приложения и, ну, грубо говоря, все наши медиа, да, будут, ну, в смартфоне. Соответственно, конечно, я хочу сказать, что наши медиа готовы к этому. И хочу сказать, что на самом деле нас теперь читают, наверное, так же, как и татарские, наверное, СМИ, читают за пределами республики наши земляки, которые живут и не только на западе Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации тоже. Вот мы видим через приложение НВК Саха там больше 100 тысяч пользователей, естественно, там ежедневно, ну, активно мы прям видим, сколько людей просматривают наше телевидение, да, через мобильные приложения. Также мы поддерживаем печатные СМИ. Это, конечно, скажем так, история про то, что я министр цифры, мне всегда говорят, вот что с газетами, да, что будет с газетами. Я всегда приводил пример, как только стал министром, японской газеты, тираж которой 1 миллион экземпляров. Я считаю, что это просто, ну, вот история, когда мы должны поддерживать газеты. Вот недавно мы подарили Алексею Сергеевичу газету «Известия» от 10 мая 2022 года, где Калинин, за подписью Калинина опубликовано постановление Президиума Совета РСФСР о создании Якутской автономной социалистической республики СССР. Да, это оригинал. Но 100 лет, я думаю, сохраниться могла только газета. Причем она в очень хорошем качестве.
ее передали в Национальную библиотеку, поэтому я думаю, что мы не знаем, что нас ждет там в будущем, там одни стаи черных лебедей, которые летают сейчас над миром, поэтому я думаю, что газеты надежно, их надо поддерживать. И книги тоже. Август Ильич, я смотрит. Книги тоже будем поддерживать, это важно. Ну и, как я сказал, 77 сетевых изданий. Это была проведена огромная работа. Мы объединили устные редакции в Саха-Печать. Тоже много было разговоров, но я вижу, что от этого только устные редакции выиграли. Сейчас у нас Саха-Печать является крупнейшим таким издателем, может быть, после НВК Саха по представительству в районах. И мы видим, как вот после программы акселерации, вот сегодня коллеги будут об этом рассказывать, что действительно устные редакции сейчас становятся таким, ну, можно сказать, такие на передовой, информационной передовой. Их цитируют сейчас федеральные СМИ, они очень быстро освоили Telegram. И я думаю, что вот такая мощная сетка, которая есть в печати, наверное, ну, позавидует любой СМИ, которая есть там в Российской Федерации. Поэтому мы сделали их сетевыми, то есть мы поменяли госзадания, теперь мы не только печатные листы, но и другие цифровые метрики вводим, ну и даже будем стимулировать оплату труда именно в этом плане, да, то есть это, мне кажется, тоже очень важный момент. В год издается у нас 450 изданий, мы при этом компания АЯР прибыльная компания, это удивительно на самом деле, и мы держим планку самого читающего региона. Мы объявили там практически трехлетку же, да, чтения, да, трехлетку чтения. На самом деле, я хочу сказать, что вот я сам люблю книги, да, и вот то, что наше население любит книги, читает, и это вот сегодня вот тоже разговаривали про кино, да, вот якутское кино, вот есть статистика интересная, что в Центральной России на один киносеанс, вот по данным ГИС, вот продажи билетов всероссийские, ходит в среднем в сеанс 17 человек. У нас в Якутии 34 человека ходят на киносеанс. И на самом деле вот первым, кто поддержал якутское кино, это жители республики, они ходят на якутское кино, поэтому якутское кино живо и развивается. То же самое можно сказать и про книги, да, потому что наше население покупает разные жанры, но вот поддерживает местное чтение. У нас есть госзаказ на социальную литературу. И вот я очень надеюсь, мы сейчас с Юрием Степановичем разговаривали крайний раз, да, на заседании правительства, я очень надеюсь, что АЯР теперь будет полностью под Министерством инноваций, но в принципе мы так и так работаем. Мы поддерживаем не только государственные СМИ, поддерживаем и негосударственные СМИ. Ежегодно разыгрываются гранты главы, 15 миллионов рублей. Мы по разным направлениям, по разным тематикам предпринимательства, туризм, патриотическое воспитание разыгрываем конкурс. Я считаю, тоже это важно поддерживать. У нас, как я сказал, очень много, в том числе и независимых СМИ. Они у нас довольно активные, прогрессивные, острые, да, и я считаю, что они тоже важны, и мы должны их тоже поддерживать. Это, мне кажется, прям очень важный момент. Также у нас есть государственные премии. Я, кстати, хочу сказать, что 1 июля у нас будет День национальной печати. У нас есть свой День национальной печати, указом главы Арсения Сергеевича в 2019 году его утвердил, но мы будем его праздновать впервые. Потому что пандемия нам почти 2 года не давала это сделать, но в этом году у нас будет полноценный праздник. Будем вручать наши государственные премии. Ну и вот из последнего, наверное, коллегам тоже будет интересно. Эльвира Фанисовна, у нас мы запустили 1 июня телеканал на детский телеканал на якутском языке, якутский контент. И я хочу сказать, что там вот мультфильм «Кандыкан», который был снят, первая серия, его делали совместно с татарскими коллегами, которые, по сути, производство мультфильма делали в Татарстане. Да, это да, татар-мультфильм, да, они делают. То есть мы, по сути, заказываем из нашего бюджета и поддерживаем татар-мультфильм. Да, новый сценарий наш. Мы вещаем в интернете. У нас, да, в приложении YouTube-канал есть, Рутуб-канал есть теперь, есть. Но в дальнейшем это будет только, наверное, в приложении. Мы посмотрим, как будет развиваться. Но
конечно, это направлено на сохранение якутского языка, потому что дети в основном смотрят контент в интернете, на айпадах, на смартфонах, и мы хотим там быть. И сегодня мы подписали соглашение с Рики, это смешарики, малышарики, фиксики, они переводятся на якутский язык. Мы больше 300 серий перевели на якутский язык, дубляж, да, это тоже большая работа. Но тем не менее, мы, так как у нас в Якутске создается креативный кластер, квартал труда, мы видим, что вот детское телевидение станет таким акселератором для поддержки анимационных студий, в том числе якутских, да, потому что мультфильмы очень сложно монетизируются, мы будем покупать местный контент. Сейчас ребята приступили, 3 студии приступили к нарисованию мультфильмов, к осени уже выйдут первые мультфильмы, произведенные в Якутии. Ну и вот поэтому сегодня будет отдельный, наверное, доклад. Мы, так как я возглавлял 6 лет технопарк Якутия, сам не журналист, не из отрасли, активный блогер, вот. Но тем не менее я хочу сказать, что вот этот подход мы с коллегами, скажем так, долго запрягали, долго, скажем так, не всегда это было просто, трансформировали наши госсми, это сложно. Надо признать, что вообще вот такие отрасли, как системообразующие, как образование, медицина, СМИ, там, культура, они и для этого должны быть устойчивыми, чтобы как бы меньше подвержены к изменениям, а за счет этого они крепкие, да, и поэтому их сложно очень менять. Вот, но мы вот за 3 года подготовили, скажем так, плацдарм для изменений, и вот в этом году провели акселератор. Георгий Петрович сегодня более подробно расскажет. То есть мы что сделали, да, мы взяли идеологию акселератора IT-стартапов, да, которые мы проводим среди IT-компаний, и решили, а почему нет, давайте попробуем сделать такой акселератор для государственных СМИ. И знаете, на удивление получилось, эффект получился, я считаю, что колоссальный, потому что та перезагрузка сознания, те методы, инструменты, которые получили наши госсми, мы уже видим сегодня, ощущаем уже в процессе, насколько они трансформировались, и мы это видим даже в виде критики, да, в нашу сторону, что от наших коллег по цеху, что вот там коллеги занимаются. На самом деле это очень круто, и я хочу открыто заявить, что повышение квалификации журналистов в государственных СМИ – это моя непосредственная работа, моя задача, и мы это делаем, и будем продолжать делать. Ну, на этом у меня все. Я хочу закончить доклад, сказав тем, что очень классно, что вы к нам приехали. Завтра будет национальный праздник. Да, я хочу, чтобы вы окунулись в якутскую культуру, увидели, насколько богата наша культура. И на самом деле именно, скажем так, и якутская литература, якутская журналистика, она как раз черпает силу вот как раз из якутской культуры, якутских традиций, которые мы сохранили здесь бережно, живя далеко от центра. Спасибо вам. Да, позвольте дополнить Анатолия Скалоновича. Вот журналисты, которых вы упомянули, да, и читатели всех этих СМИ, зрители, они, как вы сами видите, вот, друзья из Татарстана, да, они пишут и смотрят, потребляют наши СМИ от температуры плюс 40 до температуры минус 72 градуса. То есть есть такой маленький северный нюансик, да. И предоставляем слово от Союза журналистов Республики Татарстан. Приветственное слово, да, от Республики Татарстан Ахметовой Эльвире Фанисовне. Она первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-медиа. Уважаемый Анатолий Аскалонович, Галина Александровна, уважаемые коллеги и мои коллеги из Татарстана, разрешите, я попробую это вот правильно произнести, но очень хочется мне начать с якутского языка. Ким догордох ол джоллох. Спасибо. Кимнің досты бар, шул бәхетле. Счастлив тот, у кого есть друг. Татарстан и Якутия, на самом деле, мы 2 национальные дружественные республики.
И у нас есть отношения давние и в области образования, науки, и в других сферах, но и в том числе в медиасфере. Почему? Потому что еще давным-давно, вот здесь Сагдашин Ильдар Камилевич сидит, генеральный директор Татарского книжного издательства, издана была первая книга, это антология татарской прозы на якутском языке, и уже как встречная в этом году мы привезли новую книгу, антологию якутской современной прозы на татарском языке. И это, конечно же, не как бы первые такие проекты. Мы в прошлом году в рамках проведения Дней Якутии в Республике Татарстан подписали соглашение между АО «Татмедиа» и холдингом «Саха-Медиа». И очень надеюсь, что эти отношения будут долговечными. И вот сегодня тоже для нас очень большое крупное событие произошло. С утра мы подписали соглашение между агентством «Татмедиа» и Министерством инноваций. И я очень надеюсь, Анатолий Аскалонович, эта платформа станет с таким большим шагом для не только информационного сотрудничества, но и проведения совместных каких-то мероприятий, форумов, участия в обучающих программах, проектах, чтобы наши делегации вот так вот совершали взаимообмен. Спасибо большое вам лично и Республике Саха, руководству Республики Саха за то, что нас дружественно, вот так вот очень тепло приняли нашу делегацию. Мы здесь с большим составом, мои коллеги здесь сидят, это руководители ведущих средств массовой информации, это руководители полиграфических предприятий, издательств и, конечно же, журналисты, которые приехали на освещение. На самом деле, третий день у нас сегодня очень насыщенный, у нас даже ни минуты времени нет, каждая практически секунда расписана, очень насыщенная программа. Спасибо большое за вот такой формат. Разрешите в качестве небольшого выступления рассказать, чем мы живем, чем дышим. Конечно, мы будем говорить сегодня о новых медиа и о развитии региональных СМИ, о детских изданиях, но мой доклад немножко будет узкий. Я хочу акцент сделать на роли государственной информационной политики в сохранении национальных СМИ. Если обратите, коллеги, внимание на экран, у нас 725 средств массовой информации, из них 390 это печатных и 335 это электронные СМИ. Конечно же, у этих средств массовой информации давным-давно есть свои сайты, и не только, уже в течение порядка 7-8 лет они активно все представлены в социальных сетях. К примеру, вот здесь находится генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Мухаметович Садыков. Холдинг имеет 89 средств массовой информации, и в социальных сетях общая совокупная аудитория этих изданий порядка 4 миллионов. В этом направлении активно развиваемся. Мы многонациональная республика. На территории Татарстана в мире и согласии проживают представители 173 национальностей. Это, с одной стороны, дает нам возможности для развития проектов по национальным темам, но, с другой стороны, обязывает бережно относиться к теме сохранения национальных СМИ и дальнейшего их развития. Важную роль сохранения мира и согласия в республике играет, конечно же, средства массовой информации. Это у нас ведется большая системная работа. Если на русском языке насчитывается 330 средств массовой информации, на татарском их 156, на чувашском мы имеем 5 газет, и у нас еще есть издания на удмуртском языке. Конечно же, эти издания также представлены в социальных сетях и имеют свои сайты и активно работают с этой аудиторией. Как уже Анатолий Аскалонович сказал, и в Татарстане наши соотечественники, татары, они проживают не только за пределами республики, но и за рубежом. И особенно если касается Российской Федерации, компактных местах проживания татар выпускается очень много газет на татарском языке. Учредителями, конечно, их являются и госорганы, и частные лица.
предпринимателей. Всего 30 татарских газет, как вы видите на экране, совокупный тираж 122 тысячи, и у нас с ними очень тесное налаженное взаимосотрудничество. Конечно же, это не только речь о контенте, мы понимаем, что эти газеты нуждаются в нашей поддержке, и мы со своей стороны всегда стараемся оказывать и финансовую, и методологическую помощь этим редакциям. Проводим журналистские конкурсы, и они активно у нас участвуют, выигрывают гранты. Ежемесячно мы, еще один проект, ежемесячно в виде вкладыша в 20 печатных изданиях в 15 субъектах России выпускаем газета «Безберге», «Мы вместе» в переводе означает, совокупный тираж порядка 71 тысяча, благодаря которому татары в других регионах получают информацию о нашей республике. У нас выпускается журнал «Наш дом Татарстан». Тираж 2000 экземпляров. Журнал издается Ассамблеей народов Татарстана, конечно же, при поддержке Татмедиа, и его различные рубрики о жизни многонационального народа Татарстана являются важным инструментом продвижения межнационального согласия. Ежегодно мы совместно с Всемирным конгрессом татар выпускаем всероссийскую газету «Татарлар». Тираж 1000 экземпляров, может быть, он и небольшой, но, тем не менее, издание выходит 2 раза в месяц и широко распространяется по всей России по подписке, и даже его получают в дальнем и ближнем зарубежье. У нас есть бренды, о которых очень хочется здесь, в этом зале, упомянуть, которое является духовным наследием нашего народа. Мы этим гордимся. Это издание «Сюбике», 109 лет редактор здесь находится. Газета «Ватаным Татарстан», Гульнара Ильясовна здесь тоже находится, изданию 104 года. И также аналогичное издание «Республика Татарстан» на русском языке. Татарстан яшьләре 102 года, журнал «Татарстан» 102 года, Казан утлары 100 лет, редактор тоже здесь с нами в составе делегации, Шаян 99 лет, Ялкын 98, Сабантуй 98 и так далее. Очень много таких старых, уже с багажом изданий и в районах. Здесь я представила самые крупные. Сегодня важнейший вопрос – сохранение и развитие национальных детских изданий, объединяющих в себя образовательные и воспитательные функции. В нашей республике создана образцовая ступенчатая система выпуска детских изданий и газет. Если, к примеру, взять дошкольники и младшие школьники, это журнал «Сабантуй», «Салават Көперек», «Көмеш Кыңгырау». Руководитель этих изданий Зиля Зиннуровна находится здесь в зале, и скоро мы ей предоставим слово, поэтому здесь я долго останавливаться не буду. Хочу только сказать, что вот переходя этот этап дошкольного и школьного возраста, дети взрослеют, и дальше они уже читают журнал «Идель». «Идель», «Ялкын» — это уже подростковые издания. А «Идель» является литературным изданием, которое дает, скажем так, площадку для творческого воплощения. И общий тираж всех этих изданий 26 тысяч экземпляров. Большое внимание мы уделяем, конечно же, детскому контенту в Ютубе, в социальных сетях. И медиахолдинг АО «Татмедиа» при поддержке президента запустил медиалабораторию. И на базе этой лаборатории у нас уже в течение нескольких лет активно, успешно работает проект «Яш Татмедиа, Яш Джуниор». Зиля Зиннуровна об этом более подробно сама расскажет. На телеканалах «Татарстан. Новый век», «Россия-1», «Татарстан» и на 19 телеканалах госхолдинга Татмедиа организована работа и телерадиовещание на 2 языках. И нам очень повезло тем, что мы смогли сохранить городские районные телеканалы. В свое время создан был республиканский канал «Татарстан-24», который стал подложкой для городских районных телеканалов. И такой же подложкой является «Татарстан. Новый век». Генеральный директор этого канала находится здесь с нами, вот Ильшат Юнусович. «Шаян ТВ» – первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием. И миссия этого канала – популяризация родного языка, национальной культуры и пробуждение у детей интереса к изучению татарского языка.
В настоящее время на канале выходят более 20 оригинальных программ, и на татарский язык переведены популярные российские и зарубежные мультфильмы. Вот мы говорили про татар мультфильм, да, но Ильшат Юнусович, наверное, тоже добавит. Шаян ТВ самостоятельно имеет свою студию, занимается дубляжом и переводом мультфильмов, кинофильмов, сериалов, научно-популярных программ именно для детской аудитории. И в 2019 году Шаян ТВ стал победителем ежегодной национальной детской премии «Карусель» номинации «Открытие года». Для татар, вот как раз-таки по Шаян ТВ, посмотрите потенциальная аудитория, количество программ и просмотров в сутки через интернет, количество мультфильмов, которые они на сегодняшний день перевели и транслируют на телеканале. Для татар, проживающих за пределами республики, вещает спутниковый телевизионный канал ТНВ «Планета». Культурно-просветительский канал, объединяющий представителей наций, проживающих в регионах Российской Федерации, стран СНГ и за рубежом. Здесь тоже Ильшат Юнусович в своем выступлении коротко остановится. Касаемо наших радиостанций, они все работают с целью сохранения и популяризации ценностей татарской национальной культуры. Таковым относится радио «Тартиб», где наряду с ретро-песнями и классическими произведениями звучат современные мелодии. Радио «Китаб», где транслируются произведения художественной литературы. Про радио «Китаб» хочется еще сказать, что это уникальная радиостанция, которую мы в республике, она такая единственная, где в течение всего времени 24 часа в сутки звучат аудиокниги, стихи и классическая музыка. Мы сегодня понимаем, что к чтению интерес теряется, но таким образом мы стараемся через электронные книги, через аудиокниги у молодежи, чтобы появился интерес. И, конечно, когда едут в машине, это очень удобный формат прослушивания аудиокниг. Есть радиостанция «Татарстан Ауазы» с национальными мелодиями на татарском, русском, башкирском, марийском, удмуртском языках. Это у нас проект ГТРК «Татарстан». Фирдус Алихович Гималдинов, генеральный директор местного ГТРК, филиала ВГТРК Россия, тоже с нами здесь находится. И проект «Радио Булгар», транслирующий современную классическую музыку. Вот эти все радиостанции, конечно, имеют свои сайты и интернет-версии. Мало того, что мы в этом году создали платформу и объединили все радиостанции в одно приложение, что удобно сейчас для использования с любой точки, если имеется интернет. А что касается интернета, покрытие у нас в республике 98% составляет. Перейду к теме социально значимой литературы, чтобы долго не задерживать. У нас в республике, как и у вас, имеется проект по изданию социально значимой литературы. Я, насколько знаю, вообще в Российской Федерации всего 4 таких регионов. И реализация этого проекта осуществляется из бюджета республики. В 2021 году татарское книжное издательство издал 87 наименований книг общим тиражом 95 тысяч экземпляров. 75% тиража распространяется в библиотеке республики. 15 направляется в Всемирный конгресс татар, для того, чтобы наши татары могли читать уже в регионах России. Ну и 10% уходят в магазины издательства. Что еще хочу отметить, у издательства есть свои фирменные магазины по городу Казани, есть торговые точки, это некий такой новый формат, когда кафе и торговля совмещена, либо ресторанный бизнес и продажа книг совмещена, и таким образом мы опять-таки привлекаем аудиторию к чтению, популяризации чтения. Благодаря деятельности портала «Центр татарской литературы» tatkniga.ru у жителей регионов России и зарубежья есть возможность бесплатного чтения электронных книг на татарском языке уже с любой точки мира. И на портале размещено более 2000 электронных книг. И идет активное сотрудничество по онлайн-продажам через федеральные магазины, как Литрес, Озон и так далее.
2018 года ТКИ записывает аудиокниги татарских писателей, классиков в основном, и проект реализуется при поддержке президента. И на сегодняшний день мы записали уже 770 часов аудиозаписи 150 авторов. То есть это уникальный контент, это классика татарской литературы в электронном формате. И как раз-таки вот эти электронные книги транслируются в дальнейшем уже на радиостанции Китап, но и не только. Ежегодно агентством, вот как раз-таки эта информация, Озон, Wildberries, да, и Литрес, где как идут у нас покупки, реализация продукции. Касаемо обучающих программ, конечно же, агентство Татмедиа активно уделяет внимание этой тематике. Мы привлекаем и федеральных экспертов, и наших экспертов. И в этом году мы провели на 1700 слушателей обучающих программ. Это в основном сотрудники СМИ, журналисты, пресс-службы и блогеры. Еще что хочу добавить, что у АО «Татмедиа», государственного холдинга, есть даже своя медиашкола, где они активно обучают журналистов, филиалов АО «Татмедиа» по всей республике. Также в целях выявления и поощрения наиболее значимых талантливых журналистов ежегодно мы проводим более 15 конкурсов. Общий призовой фонд, конечно, не такой большой, как у Республики Саха. У нас более 3 миллионов только рублей, но тем не менее эти конкурсы, они постоянные, ежегодные и по различным тематикам. Еще хотелось бы сказать, что в этом году мы впервые объявили грант журналистские на создание и распространение материалов, проектов по теме развития и сохранения языков, традиций народов. Сумма гранта составила 4 миллиона 800 рублей. Проекты мы уже выбрали, и вот в ближайшее время, где-то в августе месяце, у нас начнется активная реализация этих проектов. Этот проект также совместно с Союзом журналистов с Ильшатом Юнусовичем проводится. Касаемо антикризисных моментов, у нас выстроена четкая система взаимодействия с пресс-службами, министерств, ведомств, госорганами, муниципалитетами, пресс-службами всех ведомств. И это очень удобно. Мы собираем со всех министерств и ведомств контент, планы ежедневные, еженедельные. Далее они обрабатываются, готовятся пресс-релизы на основе этих данных. И далее уже мы тиражируем. В дальнейшем есть проекты по созданию даже фабрики контента, но чуть позже об этом. И нельзя отметить, конечно же, цифровизацию. Это номер один. У нас в Республике Татарстан в этом году год цифровизации. И, конечно же, медиаотрасль тоже активно участвует в этих проектах. Наряду с переводом госуслуг населения в электронный вид мы тоже свои проекты цифровизируем. В частности, я могу сказать, что у нас осуществлен перевод Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» на платформу «Система моей субсидии». То есть, например, с любого региона России сейчас не нужно по почте отправлять свои работы к нам, их нужно просто загрузить на сайт, и журналистские комиссии, да, жюри тоже будет собираться в интернете. То есть таким образом мы обеспечили, условия более проще сделали для участников. Есть проекты, которые сейчас реализуются, это реализация печатной продукции через маркетплейсы Казан Экспресс, Озон, Wildberries и так далее. Подписка на периодические издания через портал госуслуг, это уже у нас давно проводится. И вот вы на экране видите действующие проекты. И вот это новые проекты, которые мы хотим реализовать в дальнейшем. Сейчас как раз на данном этапе идет согласование на уровне руководства Республики Президента. Быстро меняющиеся условия жизни, конечно, требуют от отрасли столь же быстрой адаптации. Соответственно, приходится учиться новому очень быстро, осваивать какие-то новые компетенции, способы работы с контентом. Мы уже давно с вами все освоили интернет.
социальные сети. Сейчас мы понимаем, что очень тяжело задерживать внимание читателей, да, в социальных сетях, на различных платформах. Это внимание иногда бывает от 1 до 3 секунд, поэтому нам важно обращать внимание на картинку, на контент, на глубину подачи. Сейчас акцент мы делаем уже на подготовку каких-то аналитических глубоких материалов, поэтому журналисты специализируются на каких-то отдельных направлениях. Также мы обращаем внимание на видео и фото. Это контент, который будет востребован и в дальнейшем. Также YouTube остается одним из таких популярных каналов. Понятное дело, что телевидение профессиональное, оно никогда никуда не уйдет, но YouTube-канал тоже для молодежи один из основных таких платформ. Поэтому, учитывая вот эти все моменты, мы стараемся преобразовать себя, внутри измениться и идти в ногу со временем. Ощущаем, конечно же, нехватку кадров на рынке. Это корреспонденты, режиссеры, СММ-специалисты, редактора. Конечно же, над этим тоже работа идет. И вот одно из таких направлений — медиашкола АОТ от медиа. Нет сомнения, что и в будущем главной ценностью общества останутся люди. Именно они создают новые решения, технологии будущего и рождают новые идеи. Но что касается нашего мероприятия, я очень надеюсь, вот это наше сегодняшнее событие, круглый стол, эта платформа станет неким таким новым импульсом для дальнейшего взаимодействия, сотрудничества. Я очень хотела бы сегодня, чтобы вы раскрылись. Если у вас есть вопросы, вы их задавали, не стеснялись, мы тоже готовы ответить. И нам очень интересно послушать наших коллег из Саха-Якутии. Надеюсь, этот взаимообмен опытом, он будет продолжен не только в пределах этого здания, но и в дальнейшем. Спасибо большое. Да, большое спасибо Эльвире Фанисовне. Вот я что понял, что есть подозрение, что у нас скоро появится татарское СМИ какое-то. Я уже написал в группу, срочно меняем в соответствии с сегодняшним утренним меморандумом, меняем госзадание и готовим свое вторжение в Татарстан информационное. Так, и, наконец-то, приветственное слово от Союза журналистов Республики Татарстан. Даем слово Аминову Ильшату Юнусовичу, генеральному директору телерадиокомпании «Новый век». Дорогие друзья, очень рад вас приветствовать. Действительно, у меня внутренняя шизофрения. Думаю, как выступить от союза журналистов, от имени телевизионщиков, может быть, от имени депутатов, может, как преподаватель, не схватиться бы поучение. Ну, не знаю, в общем, так много функций, что начинаю теряться. Хотел бы, может быть, в общем выступить. Но на самом деле, товарищ министр, надо встречаться. Вот вы в прошлый раз приехали, посмотрели «Шаян», запускаете теперь свой детский канал. Ваши коллеги приезжали, рассказали нам, что у вас есть платформа государственных СМИ. Но мы пошли дальше, взяли, сделали круче. У нас теперь общая платформа для всех основных СМИ республики. То есть мы тоже опубликовались, у нас теперь есть электронные приложения. Мы опубликовались во всех средах, во всех магазинах и так далее, и так далее. Но, наверное, хотел бы начать все-таки с национальных СМИ. Вопрос для нас очень важный. Я считаю, что пока есть национальные СМИ, есть национальная культура. Пока есть национальная культура, есть нация. Того и другого не будет, нации не будет. Ведь этот вопрос перед нами стоит. Это, пожалуй, главный для всех нас вопрос. Ну, впрочем, я своим сотрудникам всегда говорю, ТНВ будет существовать вечно. Будем работать до последнего татарина. Я считаю, что это правильно. Значит, вы будете работать до последнего якута, и мы будем работать, значит, мы будем работать вечно. И наши средства массовой информации будут вечны. Второй не менее важный вопрос, мы всегда спорим об этом с чиновниками, хотя и сам чиновник вроде, я вроде путаюсь. Значит, но я всегда говорю, но нельзя требовать финансовой эффективности от национальных СМИ. Эффективности требовать надо, но не финансовой. То есть нельзя заставлять нас все время, хотя нам постоянно увеличивают планы, несмотря на тяжелое время, это мои учредители, не буду говорить. Значит, я говорю, что нельзя с нас требовать, чтобы мы также зарабатывали, потому что национальный контент имеет свою специфику, узость немножко аудитории. Да, мы должны быть эффективны, нас должны читать, нас должны смотреть, у нас должны быть рейтинги, у нас должны быть просмотры, это я согласен, но зарабатывать нет. Ну давайте все-таки понимать, что это специфическая область деятельности по поддержке культуры, языка, традиций в целом народа, и поэтому к нему, конечно, нужно вкладывать деньги. Это как представитель Союза журналистов говорю, надо вкладывать деньги в национальные СМИ, в оборудование. О, видите?
Третий раз аплодисменты. Это я говорю как, значит, теперь я скажу как телевизионщик. Но на самом деле все время тут мне говорят, традиционные СМИ умирают, все умирает, до свидания, скоро останется один большой интернет, все свободное, сейчас мы всех в интернет посадим, и все будет хорошо. Но это на самом деле не так. Мы тут с нашими товарищами все время спорим. Я говорю, нет, контент первичен, неважно, где мы распространяемся, неважно, какая платформа, в конце концов. Интернет всего лишь одна из платформ. Что мы туда дадим? Вот в чем вопрос. Сможем ли мы своим контентом привлечь людей? Второй вопрос. И мы должны делать самый качественный, самый смотрибельный контент. Это, конечно, трудно, но это делать надо. Поэтому все эти рассказы о том, что пресса умирает, все умирает, на самом деле это неправда. У нас на самом деле очень многие средства массовой информации, в том числе и печатные, удачно конвергировались в интернет. Вопросов нет. Вы откроете лайв интернет. У нас десятки, надо отдать должное, и Шамиль Мухаммедович сидит здесь, надо отдать должное. У нас десятки самых популярных СМИ, огромное количество СМИ именно Татмедиа. Они молодцы, они здорово работают, мы тоже им стараемся помогать. То есть у нас никаких проблем нет, и традиционные СМИ в том числе очень хорошо представлены в интернете. Никакого противоречия. Наконец у нас вот Венера Якупова сидит, она недавно объявила у нас мощный, кстати, вот тоже мощный проект, называется «Союз цифры и бумаги». Она говорит о том, что это возможно, что это перспективно. И самое главное, если мы не будем заставлять, простите, не заставлять, это я как преподаватель заговорил, нет, неправильно. Если не будем сподвигать наших детей к тому, чтобы они читали больше, чем 15 строк, тогда у нас не будет интеллигенции. У нас есть проблема. Тогда у нас будет по Грефу, то есть у нас будут люди, которые будут там завинчивать гайки, и 10 человек, которые будут управлять миром. Это неправильно, мы должны заставлять учить своих детей читать, чтобы они могли мыслить. Потому что человек читающий, человек мыслящий. Человек не читающий, автомат, робот, как хотите. Если нам это нужно, тогда да. Поэтому у нас тоже существует программа, по которой мы будем стараться привлечь детей к чтению, чтобы они читали что-то больше, чем 15 строк, чтобы они смотрели что-то больше, чем YouTube-канал 15 секунд, там 30, ой, не YouTube, как его, забыл, TikTok, да, больше, чем в ТикТоке, чтобы они, по крайней мере, учились думать и учились сравнивать и вырабатывать собственные решения. Наконец, товарищ министр, мультиплекс, что мы не добились, это плохо, мы борьбу продолжаем. В Татарстане, в Казани мультиплекс 3 работает пока, из последних сил уже, нас пытаются закрыть всеми путями, но мы все время считаем, что мультиплекс закрывать плохо. Мы всю сельскую аудиторию, в Татарстане очень хорошее распространение интернета, но мы отключили передачи в 3 городах, уже закопали нас письмами, обращениями, вот уже президенту написали. То есть, огромное количество людей хочет смотреть бесплатное, эфирное, цифровое телевидение. Сейчас мы сидим на аналоге, это плохо, это прошлый век, но тем не менее, каким-то образом эту проблему все равно стоит решать. Будем, взбалтывать молоко до последнего, чтобы, может быть, масло получится. Может быть, как та лягушка, понимаете, которые бросили... Скорее всего, сливки вначале, да? Да-да, сначала сливки получить надо, потом масло. Без этого никак не получится, потому что, мы смотрим на практике, людям надо дать возможность. И, наконец, самая главная наша задача, говоря уже об инновационной, здесь я как преподаватель скажу, я скажу, что мы обязаны обеспечить нашим СМИ, особенно нашим национальным СМИ, тотальное присутствие. Что значит тотальное? Везде, во всех средах. Хочешь – читай, хочешь – слушай, хочешь – смотри. Вот наш главный принцип, на который мы будем опираться. И я очень рад, что наша встреча такая состоялась. Нам нужно, как сказал сегодня наш президент, закончу нашим президентом. Президент сказал, мы не просто братский народ, мы вышли с одного корня, с Алтая. Мы все, практически мы все с вами являемся родственниками. Но он на кого-то намекая сказал, и мы никогда не соперничаем, мы сотрудничаем и добавляем, и делаем. И когда мы вместе, мы, безусловно, сильнее, в том числе и на федеральном уровне. Всех приветствую, всем здоровья, спасибо. Георгий Петрович, можно я прокомментирую? Да. Действительно, Ильшат Юнусович, вы очень правильно сказали. Вот мы сейчас, Ильшат Юнусович показывал приложение ТНВ, да? Нет, это приложение всех СМИ республики. Да, всех СМИ республики. Да, единая платформа. Мы вот сейчас с Эльвирой Фанисовной разговариваем. Вот на самом деле Олега Олеговича здесь нет же, да? Нет, он уехал. Маркова, да. У нас же есть 2 приложения, и НВК Саха, вот мы сейчас показывали, и Радио ИТТИМ. И в рамках соглашения подписано, Георгий Петрович, мы же можем вот в супер-эп, который мы осенью запускаем, допустим, запустить телеканал ТНВ, а вы у себя пустите телеканал НВК Саха. Договорились? Конечно. Осенью этого года. Отлично, все, договорились. Да, большое спасибо, Ильшат Юнусович. Да, мы почувствовали опыт человека, и что человек действительно является депутатом,
председателем Союза журналистов, и генеральным директором телерадиокомпании, да, национальной татарской. И в свою очередь Алаверды от нас выступает председатель Союза журналистов Республики Саха-Якутия Бочкарева Галина Алексеевна. Хайрле Киш Эльвира Фанисовна, Ильшат Юнусович и, конечно же, татарские коллеги, присутствующие в этом зале. Ütекехенен этиктабыллах коллегаларым, журналисттар, печатьлехиттере. Добрый вечер, дорогие коллеги. От имени правления Союза журналистов Республики Саха-Якутия, регионального отделения Союза журналистов России и всего журналистского сообщества Якутии приветствую наших дорогих коллег с открытием Дней Республики Татарстан и Якутии. И, конечно же, поздравляю вас с проведением наших творческих встреч. Я знаю, вы летели на полюс холода, на вечную мерзлоту, на кучу комаров. И что получилось? Вы прилетели в жаркую страну. Под 30 градусов. И это для вас удивительно. Я уже вчера общалась с коллегами, и они все удивились. Они, оказывается, друзья, летели со средством от комаров. Им сказали, что тут комары самое страшное, и что у нас холодно. А получилось все наоборот, да? И, конечно же, кроме вот этого удивительной нашей жары и, наверное, такой же нашего гостеприимства, вы увидели, узнали и услышали много неизведанного для вас, неожиданного, интересного о Якутии. И я надеюсь, это продолжится завтра на нашем национальном празднике СССР. И несколько слов, совсем несколько слов о теме нашего круглого стола. У отечественной журналистики сейчас очень сложное время. Об этом все мы знаем. Стоит вопрос, быть или не быть печатным средством массовой информации. И стоит особенно. Об этом мы всегда постоянно говорим на всех наших форумах российских журналистов. Быть ли или не быть печатным средством массовой информации. А у нас с вами, уважаемые татарские коллеги, еще две общие проблемы. Первая проблема – это, конечно же, сохранение и развитие национальных печатных средств массовой информации. Второе – через наши средства массовой информации мы тоже должны сохранять наш родной, вы татарский, мы наш якутский язык. Для этого наш союз журналистов проводит много интересных мероприятий. Кстати, наш союз журналистов является самым крупным на Дальнем Востоке. В наших рядах сегодня насчитывается 1117 членов союза журналистов. Это организация в десятке самых крупных в России. И мы часто проводим круглые столы, дискуссии именно о развитии печатных средств массовой информации на национальном языке, также, конечно же, о родном языке, о его будущем и о его развитии. До пандемии мы постоянно проводили фестиваль «Пресса земли Лонхо». Совместно с Ассоциацией национальных СМИ России, председателем является Мария Николаевна Христофорова, мы уже третий год проводим совместный конкурс для журналистов сахаязычных изданий «Угун Джурантайи». И совсем скоро, буквально вот 1 июля, мы отметим, наверное, официально всем сообществом наш праздник – День национальной печати. Этот праздник долгожданный был учрежден в 2020 году нашим указом президента Айсена Сергеевича Николаева, но, как вы знаете, 2 года во время пандемии мы усеченно праздновали его,
только в этом зале. Награждали, поздравляли. А теперь, вот 1 июля, еще после нашей с вами встречи, после завтрашнего цеха, у нас еще предстоит этот большой праздник, День национальной печати, на котором будут вручать государственные награды, премии, ну и, конечно, будет праздник, именно корпоративный праздник для сахаязычных изданий. У якутских изданий планов громадье. Будут реализовывать свои проекты. Буквально вот сейчас только рассказали, что наши учились медиаакселератору. В результате у всех государственных СМИ свои проекты, средства массовой коммуникации. И здорово, что наш глава поддержал государственные СМИ, выделили уже средства, поэтому проекты будут реализованы. Но все равно самое главное, о котором я всегда и постоянно говорю, это сохранение наших национальных средств массовой информации. Газета – это единственный свидетель эпохи, говорил наш профессор Олег Якимов. И он прав. Действительно, это газеты, это летопись, это история развития страны, республики и, конечно же, народа. Я всегда благодарю нашего мудрейшего первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева за то, что он в лихие 90-е годы сохранил наше книжное издательство, сохранил наши социально ориентированные средства массовой информации, наши детские газеты и журналы, издания для женщин, литературные журналы, издания для ветеранов. Сейчас нашим коллегам, журналистам и руководителям средств массовой информации надо не только сохранить их, но и обогащать их контент, их дизайн. И соответствовать, конечно, современному читателю. Сегодня, подписывая соглашение между союзами Республики Татарстан и Якутии, я надеюсь на укрепление творческих связей, обмен опытом работы, проведение совместных проектов, мероприятий и акций. Есть у нашего союза замечательный проект «Международный пресс-тур». Мы его в этом году провели 6-й раз. И я надеюсь, Ильшат Юнусович, что в следующем году, вот после подписания, журналисты наших средств массовой информации посетят Республику Татарстан, где, конечно же, состоится обмен опытом работы якутских и татарских журналистов. Желаю всем вам, главное, здоровья, крепчайшего здоровья, чтобы хватило на творческие успехи, долголетие, плодотворную работу, реализацию всех ваших планов и проектов и, конечно же, семейное счастье. Спасибо вам за внимание. Ильшат Юнусович, я вас прошу сюда. В знак нашей встречи от Союза журналистов вам сувенир. Это... Спасибо большое. Это чаров, символ изобилия, благополучия. Огромное спасибо. Здорово. Уважаемые коллеги, да, уважаемые Ильшат Юнусович, Эльвира Фанисовна, у нас сегодня очень много мероприятий. Вот только что прошел круглый стол Ассоциации инновационных регионов России, где с участием Арсения Сергеевича, Ришат Нургалиевича, то есть и многих коллег, там, губернатора Новосибирской области, 17 субъектов нам приехало. И вот в 19:00 у меня демо-идея акселератора, поэтому я сейчас Георгию Петровичу, он продолжит модерировать, я вынужден буду покинуть мероприятие. Мы завтра на СЭХе еще встретимся, и много-много у нас будет времени пообщаться. Но я хотел вот Эльвире Фанисовне вручить маленький подарок. Пользуясь случаем.
Так, мне кажется, сейчас была попытка вербовки. Я заявляю, что мы нашего любимого, дорогого Анатолия Аскановича к вам не отпустим. Так, вот я хочу дополнить слова Галины Алексеевны. Да, вы вот упомянули про важность печати, про ковид. Да, вот я хочу рассказать такой маленький нюанс. Ковид был в Якутии, он у нас тоже прошел не бесследно. Были, да, ситуации в коллективах, были потери, но ни одна газета, ни одна радиопередача, ни один телеэфир не был сорван. Поэтому я хочу тоже при всех еще раз сказать спасибо всем коллегам из отрасли. Я уверен, что абсолютно такая же ситуация была и у вас. Да. Потому что, скажем так, журналисты такой народ, что были сами на острие атаки вместе с врачами в красных зонах. Вы же уже все выступили. Да. Ага. Значит, приступаем уже к дискуссиям. Первый блок – это новые медиа, развитие региональных СМИ. Но мы все знаем, что последние 30 лет, да, отрасль сильно трясет. Кто-то видит в этом поражение, кто-то видит в этом, наоборот, успех и новые возможности. Да, я думаю, что здесь все люди сидят позитивные, и мы видим здесь новые возможности. И с темой «5 вызовов перед СМИ в 2022 году» выступает Садыков Шамиль Мухаметович, генеральный директор акционерного общества «Татмедиа». Хайырлы күн. Добрый день, друзья, коллеги. У меня маленький доклад. Я, конечно, постараюсь много не говорить, потому что мы одно и то же во всех докладах рассказываем, но с разных сторон. Поэтому я бы это лучше... Почему вызовы? Потому что нас татар, если нам разрешить, то мы хвалиться будем до утра. Да, это будет долгая история, поэтому лучше я расскажу про вызовы и как мы их пытаемся реализовать. Первый из них – это то, что аудитория уходит в интернет. Буквально это мы видим сейчас здесь. Сейчас нас в онлайн-трансляции смотрит больше людей, чем сидит в зале. У нас весь наш холдинг Татмедиа, все наши филиалы здесь подключены. Я им большой салям передаю из Якутии. Они нас все слушают, смотрят. Я думаю, им тоже это интересно, надеюсь. И завидуют. Потому что у нас холодно, здесь жарко. Первый вызов, который стоит перед любым СМИ, это газета, радио, телевидение, без разницы, это нашествие интернета. Еще более сложнее скажу, это нашествие телефона. Даже те цифры официальные, которые в реальности их может быть больше, показывают, что 76% аудитории пользуются интернетом. Интернет меняет все. И 58% аудитории пользуются социальными сетями. Каждый из нас, в принципе, наверное, среди журналистов это 99% пользуются социальными сетями. Соцсети сейчас это все. И делая телевидение, делая радио, делая газету, мы должны понимать и учитывать этот момент. И второй очень важный момент – это телефон, мобильный трафик. То есть мы понимаем, что большинство из нас сейчас уже сидят в телефоне и пользуются контентом через телефон, даже телевидение, радио и газеты, они все, у всех есть сайты. И учитывать нужно этот вызов. И нужно понимать, как с этим не то что бороться, как использовать в пользу это все. Мы, с своей стороны, Татмедиа, стараемся максимально это использовать. У нас все средства массовой информации имеют сайты, имеют свои социальные сети. Огромное количество у нас телеграм-каналов, за последние больше 100 тысяч подписчиков в телеграм-каналах, это огромная сетка. И совокупная аудитория у нас самая большая среди всех. Второй момент, это обязательно присутствие в социальных сетях. Вот Ильшат Ильич больше всех внимательно смотрит, считает, вдруг мы что-то здесь упустили, да, он переживает за нас. Сейчас цифры уже больше 4 миллионов подходит количество подписчиков. Понятно даже, что некоторые люди одновременно в разных соцсетях могут находиться, но пересечение не более 70%. Поэтому для нас очень важно развивать социальные сети. И самое важное, вот сейчас Юнош недавно в нашем семинаре тренинге участвовал, сейчас уже наше время, контент нужно создавать именно специально для социальных сетей. Уже прошло то время, когда мы что-то брали в газете и вешали его на сайт. Прошло время, когда мы из телеканала сюжет вешали в социальные сети. К сожалению, методика потребления контента совсем другая.
Делать нужно видео с титрами при ситуации, когда могут звук отключить. Нужно делать его коротким. И это наши основные вызовы. Второй очень важный момент. Мы понимаем, что Ауtat Media – это государственный холдинг. У нас главный собственник – это государство, 100% собственник. Это уникальный, кстати, медиахолдинг. Давайте, может, мы поздравим наших коллег, и меня, и нас. В этом году Ауtat Media будет 15 лет. Это уникальный холдинг, который нет в России, чтобы мы одновременно все средства, практически все муниципальные и большинство государственных средств массовой информации объединили в свое время 15 лет назад благодаря мудрости первого президента, благодаря успешной работе и таланту Марата Ишаровича в свое время смогли все это объединить в один медиахолдинг. Это очень непростая работа. Мы видим у вас, например, 2 медиахолдинга, да? 2 медиахолдинга – это сложнее, чем один, надеюсь, да, начальником. Вот. А имея один медиахолдинг Республики Татарстан, это больше управляемость, больше возможностей заниматься инвестициями, развитием, обучением, всеми вещами. И ключевая вещь для нас – это организация прямой связи и контакта с аудиторией органов власти. Муниципальные средства массовой информации, и они напрямую работают с главой администрации, организация прямых связей в социальных сетях, работа информирования населения – это одна из ключевых наших задач. Понимаю, вот еще Ильшат поднимал вопрос, и зарабатывать деньги нужно, и делать нужно интересный контент, но еще мы, государственные СМИ, еще должны информировать население о деятельности власти. Это тоже в наше время очень непростая задача. Второй вызов номер 2 – это работа в онлайне, работа с видео. Вот я пример привожу. Год-два назад, когда мы проводили тренинги по видео, средний просмотр видео был там в районе 1 минуты. Уже во время пандемии, представляете, сколько вы думаете секунд люди стали смотреть в среднем видео? Можем угадать? Кто-то говорит 15, кто-то говорит 7,5 минут секунды. Среднее количество просмотра видео в социальных сетях. 7,5 секунды у нас времени для того, чтобы человека заставить что-то получить. У нас один маленький экран телефона, чтобы довести информацию. И 7,5 секунд времени, чтобы его внимание зацепить. Вот это вызов, который нас заставляет думать о том, каким создавать контент, как работать. Это очень важный момент. И вторая вещь очень важная. В социальных сетях основной приоритет при выдаче сейчас отдается для онлайн и видеотрансляции. Социальные сети изменили свой функционал, и они отдают приоритет при выдаче материалов там, где идет онлайн, там, где идет работа с видео. И это нужно понимать. Сейчас уже просто прошло время, когда мы что-то сняли, приехали домой, смонтировали, повесили, да? Нет, сейчас люди хотят в онлайн-режиме все смотреть и онлайн все видеть. Это требование времени, и это нужно учитывать. Третий вызов – это наши компетенции наших журналистов, уровень его образования, умение работать. Во-первых, тут и базовые вещи есть, да, умение разговаривать, например, на татарском языке, на родном, да, или на якутском. Это же еще нужно найти человека, который, например, по-якутски говорит, а еще умеет писать, а еще бы он еще и умел исправлять текст и мог редактировать, то это вообще сложная задача. И на татарском языке, и на якутском, я думаю. Поэтому с этой задачей мы каким образом? У нас, во-первых, есть Ильшат Аминов, наш преподаватель. Он преподает в КФУ журналистам. Давайте ему похлопаем, во-первых. Да. Да. Второе, очень важное, мы вынуждены были создать свою медиашколу. Потому что даже журналист, который приходит с журфака, его нужно переделывать. Ему надо говорить, забудь, там учили, мы тебя заново научим. Потому что у нас все сами по-другому. И то, что там вам говорили, никого не слушайте. Вот таким образом мы сделали свою медиашколу, заново приходится переобучать выпускников журфака. И самое сложное – переобучать самого себя и своих сотрудников. Потому что технологии, например, работы в соцсетях и интернете меняются каждые 3 месяца. Поисковики новостных сайтов, да, поисковые сервисы меняют алгоритмы каждые 3 месяца. Представляете? И поэтому степень обучаемости у нас должен быть сумасшедший просто. Даже в 50 лет, даже в 45, даже в 60. Да, Ильшат Ильич, нам придется учиться, учиться и учиться. Это самое главное для нас. И вот мы проводим и онлайн-семинары, и выездные мероприятия, и зональные. И для нас, для наших журналистов, это самое главное сейчас.
умение быстро освоить новые знания. Четвертый вызов – это вот у нас для Татарстана это вызов потребности татароязычных журналистов. Для вас это, наверное, журналисты, которые могут на якутском языке работать, писать. К сожалению, средний возраст журналистов, он ближе, иногда, может быть, больше пенсионного, к сожалению. Те люди, которые обладают правильным татарским языком, умеют на нем говорить, писать, думать, это очень большая проблема их найти. И те детишки, которые приходят к нам из школы, у них язык клише, язык штампов, они, к сожалению, как роботы разговаривают, и родной язык для них не родной. 99% детей, к сожалению, в таком состоянии приходят из большинства школ. И вот я сам лично тоже завидую Чатовичу, тоже потихонечку начал преподавать. У нас 5 человек от медиа преподают в КФУ. Мы выбрали немножко другой путь. Проблема найти татароязычных журналистов. На журфаке, к сожалению, не преподают на татарском языке. И мы пошли на филфак. Пришли на филфак, находим на филфаке татароязычных детишек, которые по-татарски думают, мыслят, и их обучаем журналистике. Журналиста научить по-татарски разговаривать, это практически невозможно. Если он с молоком матери не впитал любовь к языку, это нереально. Поэтому мы обучаем уже носителей языка журналистики. И что-то получается, например, уже первую группу у нас 3-4 ребенка, которые уже работают в наших редакциях. Мы уже сами для себя преподаем и у себя в редакции их внедряем. Пятый, это последний вызов. Я скоро заканчиваю. Вот, последний, самый важный, самый сложный, вот Венера Абдулловна этим вызовом тоже занимается, это система распространения печатной прессы. Это просто сумасшедший, сложный и наша боль. У нас проблемы с почтой. У нас каждый день в чате главные редактора пишут, звонят, говорят о том, что где-то почтальон уволился, где-то в деревнях закрывается почтовое отделение, где-то почтовое отделение работает 1 день в неделю, а где-то даже почтовое отделение работает 3 часа в неделю. Представляете? Почтальоны приносят газету еженедельную, раз в 2 недели. Есть случаи, когда журналы вообще не доставляют. Как можно в этой ситуации работать? Ну вот, думать нужно. И вторая, в больших городах умерла киосковая сеть. Я не знаю, как у вас я видел, несколько киосков я увидел, конечно, в Якутске, но они тоже были закрыты. Может, я слишком рано ехал. Но проблем в Казани тоже есть. На всю 1 300 000 Казань у нас 40 киосков. Это просто кошмар. А в советское время их было в десятки раз больше. Вот с этими проблемами приходится воевать. Второе, мы ищем альтернативные варианты. Вот есть у нас один очень продвинутый Менделинский район, там организовали сами свою систему доставки. У них есть служебный автомобиль, есть точки продаж, и они половину своего тиража практически вот таким образом распространяют. Это очень уникальный опыт, и мы думаем, что те районы, где совсем почта плохо работает, это можно будет внедрять. И это один из вариантов выхода из ситуации с почтой. Потому что ходить, уговаривать почту работать, это бесполезное дело. И второе направление, альтернативные точки. Вот у нас есть, например, маленький город, но Камские Поляны. Там у нас свой почтальон на весь город. То есть у нас нет почтовой подписки, зато у нас газета подписка в 2 раза дешевле, но есть свой почтальон, который у нас зарплату получает. У него есть свой маршрут, и он по своему маршруту почтальон распространяет газету. Прекрасный опыт, и зато никаких проблем. Своего почтальона все равно проще найти, и нормальную зарплату можно платить. А зарплата почтальона в деревнях у нас 7 000 рублей. Какой нормальный человек за 7 000 рублей будет работать? Второе направление – это точки продаж. Мы активно работаем, как бы то ни было, с почтой работаем. У нас большие объемы продаж почтовых отделений, потому что люди приходят все равно на почту, что-то покупают, отправляют посылки, что-то получают, и заодно могут купить газеты. Мы поставили там стойки, выкладку сделали, в принципе, и результаты очень хорошие. Плюс книжные магазины, плюс медицинское учреждение, больницы. Это хороший опыт. В больницах у нас продаются, есть точки продажи газет, журналов. И люди там делать нечего, и они все равно их читают. Второе направление очень интересное. Мы в свое время его как эксперимент запустили. Это вендинг-автоматы. В Казани есть станции метро. Во всех станциях метро стоят вендинг-автоматы. В аэропорту стоят вендинг-автоматы. На ЖД вокзале стоят. У нас уже их около 15, мы хотим их довести до 20. И самое интересное, коллеги, количество реализации газет, журналов в вендинг-автоматах в 3 раза больше, чем в киоске.
Вот есть такой парадокс, и эффективность у них в 3 раза больше, чем киоск. Киоск, во-первых, там ассортимент большой, 500 журналов, да, а здесь у нас в маленьких вендингах 8 журналов, а в больших там до 12. И вот это нам дает возможность реализовать. Мы видим в больших местах скопления людей очень эффективный как инструмент, вендинг-автомат. И последнее – это онлайн-подписки и работа в маркетплейсах. Любой журнал и любую газету «Аут от Медиа» сейчас можно купить в Озоне, в Альберес и Яндекс.Маркет. Сейчас ее в любую точку России доставляют, и это очень хороший инструмент, и у нас динамика роста очень большая. Количество реализации в маркетплейсах у нас уже догоняет киоски. Для нас это очень важный инструмент, особенно то, что в России по всех регионах татары живут, и для нас это хорошая находка. Поэтому как опыт, наверное, тоже вам будет интересно. У меня все. Рахмат. Да, спасибо большое, Шамиль Мухаметович. Я вот скажу вот что, и коллеги полностью меня поддержат, что у нас абсолютно такие же 5 вызовов. И самое главное, вот те способы, которые вы сейчас упомянули, ну, как вы с этими способами боретесь, у нас абсолютно такие же ответы, ну, в ответ на эти вызовы, да. Это еще раз подтверждает, что мы очень близки, ну, ментально, интеллектуально, да, и культурно. Поэтому не все просто так, и все не случайно, что мы тут сегодня. Я тоже поясню, Шамиль Мухаммадович мой ученик, но по закону Гегеля ученик всегда отрицает учителя. Это нормально. Так, а я почему-то с вами обоими согласен. Так что, видимо, да. Когда есть 2 точки, да, всегда есть место 3-й точки. Так, вот Шамиль Мухаметович рассказал, что у вас проводится постоянно регулярная переподготовка коллективов, да, журналистов, вот больше 300 в год проходит. У нас тоже, в свою очередь, проходит, ну, да, переподготовка. Но в прошлом году, в декабре, перед Новым годом, мы задумали полностью перезагрузить все СМИ, все государственное СМИ, полностью пересмотреть все подходы, потому что мы ощутили скажем так, в биополе, да, информационном поле потребность к какому-то новому дыханию, к новой информации в новом виде, в новых подачах, в новых авторах. И мы ухватились вот за этот шанс. Сейчас у нас подключится наша мама этого проекта, Матвеева Мария Владимировна, сейчас ее выведут, я немножко расскажу. Мы собрали со всех госсми команды, собрали 50 человек. Фактически вот от момента идеи до момента реализации у нас прошло меньше 2 месяцев. То есть выбивание бюджетов и так далее, да, но вы лучше меня знаете, вот как это происходит борьба, да, в том числе и помощь депутатов понадобилась, да, вот у нас тоже есть тут депутат, да. И самый вот такой нюанс, который у нас произошел, у нас очное обучение в Москве началось вот в первые дни, в конце февраля, в первые дни начала СВО. И буквально мы немножко, вот скажем, немножко растерялись, да, но потом поняли, что это тоже наш личный вызов, и мы должны провести переподготовку, тем более, что в условиях СВО, да, журналисты тоже являются, ну, равноправными участниками борьбы пропаганд, скажем так. Да, у нас подключилась Матвеева Мария Владимировна, это директор школы глобального бизнеса по ВКС, она сейчас находится в Москве, да. Она расскажет про этот проект, про B8 медиа-акселератор. Да, Мария, вам слово, пожалуйста. Да, спасибо большое. А можете, пожалуйста, вывести мою презентацию? Все, спасибо. Как уже представил меня коллега Георгий, меня зовут Мария Матвеева, я директор школы глобального бизнеса. Школа глобального бизнеса создает бизнес-образование для детей, взрослых, частных государственных компаний, для малого среднего бизнеса и крупных государственных корпораций для того, чтобы подготовить базу креативных специалистов и трансформировать компании, чтобы развивать креативную экономику.
Вот буквально за 1,5 года мы подготовили более 130 взрослых, 200 детей, проконсультировали более 15 якутских компаний, в том числе вывели якутский продукт на рынок Республики Татарстан. И это был первый продукт экспорта якутского энергетика на основе пантов северного оленя, продающийся на полках Бахетле не только в Татарстане, но и в центральной части России. И сегодня, наверное, мой кейс будет не про Бахетле, а про наш звездный B8 медиа-акселератор. Следующий слайд. Да, и я не буду говорить, какие тут предпосылки были, да. Мы создали кастомизированную программу для руководителей СМИ, да, по инициативе Министерства инноваций, чтобы повысить уровень зрелости наших сотрудников СМИ, руководителей в основном, создать новый тип средства массовой коммуникации и создать и внедрить единую систему метрики эффективности. И в этом подходе мы создали программу с применением методик развития стартапов, то есть применили те самые продуктовые подходы, которые применяются для IT. Если более четко говорить, сама программа состояла из 3 блоков. Первое – это наши участники прошли блок повышения насмотренности. Мы изучили экосистемы СМИ, мы изучили маркетинг, брендинг, да, мы изучили наши аудитории, съездили на референс-визиты в Москве, получили знания про новые медиа и пиар. И со всеми этими полученными знаниями мы пошли в креативную сессию, где генерировали идеи совместно с креативными агентствами. Создали прототипы наших идей, проверили много-много гипотез, и с этими гипотезами мы зашли в акселерацию продукта, где уже проработали уже бизнес-модель, финансовую модель, маркетинговое планирование сделали, проработали схемы взаимодействия партнеров и стейкхолдеров. И по всей этой истории у нас поддерживались менторы по всему акселератору и трекеры. Первым у нас стало 41 специалист из 5 учреждений СМИ Республики Саха-Якутия. 5 СМИ, про которые коллеги еще говорили до меня. Следующий. Итого мы за 3 месяца обучения прошли 7 образовательных модулей, и 80% из них мы провели в очном формате. То есть мы привлекали экспертов, привозили их в Якутию или вывозили всех участников в Москву. Следующее. И всего мы привлекли 43 эксперта. Это были топовые менеджеры таких изданий, как «Коммерсант», РБК, «Интерфакс». Мы привлекли «Оно Диалог», мы привлекли вице-президента Disney Russia, ТАСС. Да, то есть у нас работала Анастасия, например, Лобада, которая заместитель директора по цифровой стратегии «Коммерсанта». Она отвечает за полностью цифровизацию «Коммерсанта». Следующее. У меня не так много времени. Скажу, что каждая команда запустила цифровой продукт на основе исследований своей аудитории, и эти продукты все отвечают запросы рынка. Здесь и блог-платформа, которая для блогеров, которые потеряли свою платформу при закрытии соцсетей западных, да, или медиапроект на основе сетевого города, это проект Министерства образования с интеграцией системы школьной криптовалюты и так далее. В конце я оставлю свои контакты. Если интересно, вы свяжитесь со мной, я обязательно поделюсь с этим всем опытом. И помимо того, что каждая команда создала свой цифровой продукт, они провели еще внутреннюю трансформацию, пересмотрели внутренние процессы, пересмотрели рубрики, да, оптимизировали SEO, перенастроили внутренние перекрестные ссылки, поменяли верстки и так далее. И плюс 20% трафика – это, наверное, минимальный рост, который получила каждая команда. И резюмируя, могу сказать, что нашим акселератором заинтересовались очень многие регионы, очень многие государственные учреждения, да, в том числе, например, Анастасия Лобада, которая как раз отвечает за цифровизацию всего «Коммерсанта»,
отметила, что наш акселератор не просто сбор, да, именитых лекторов, а это именно тот продуктовый подход, который выстрелил именно в СМИ и медиа, и он стал сам по себе новым продуктом для российского рынка. И в целом, как бы мы готовы наш подход медиа-акселератора применить к любой индустрии. Мы понимаем, как это работает. Это можно реально масштабировать. И здесь мои контакты. Если интересно, вы напишите, да, мы все это обсудим. Все, спасибо большое. Да, спасибо большое. Кто учился, поднимите руки. Да, это, ну, в основном у нас учились руководители, генеральные директора, главные продюсеры. Как полезно? Ну вот я повторюсь, что именно первые практические мероприятия в Москве у нас начались с первыми днями СВО, да. Как показала практика, это было очень удачное для нас время для проведения, что мы, да, уже не парировали текущую ситуацию, а сами, получается, были на волне и начали управлять этим процессом. Ну, то, что в некоторых странах есть спецслужбы, которые работают против нашей республики, это небольшой секрет, я это могу сказать официально. Работу они у нас проводят, да, но именно за счет того, что качество наших СМИ растет и доминация правдивой информации, она у нас полная. Так, спасибо большое, Мария. Мы обязательно передадим ваши контакты. Да, вот. Ильшат Юрьевич прямо на меня смотрел и задавал вопросы глазами, и я ему кивал, да, что это все не очень просто, что это большие политические шаги, да, финансовые шаги. Но самое главное, они дали нам результат, мы уже это все видим. Так, и завершает наш первый блок, да, Бабков Алексей Валерьевич, он даст нам обратную реакцию, да, это руководитель дирекции информационных проектов Фонда развития социальных инициатив. Да, буквально нам даст, это один из наших экспертов, который участвовал в этом процессе, в этом акселераторе. Добрый день, коллеги. Ужасно не люблю трибуны, потому что всегда на психологическом уровне трибуны-то барьеры между спикером и аудиторией. Поэтому мы стараемся от трибун избавляться. Представлюсь, так как сказали, Бабков Алексей, работаю в фонде FRC. Это фонд, который создан при полпредстве в ДФО под Трутневым. И мы занимаемся реализацией госинформполитики в ДФО, конкретно регионе, макрорегионе. Нас привлекли в качестве одних из менторов для того, чтобы помочь, скажем так, обеспечить прорыв одной из команд в рамках медиа-акселератора. Команда нам досталась сложная, потому что это команда Ильтумен, которая издает издания, связанные с законодательным собранием Якутии. И я когда с коллегами собрался, посмотрели на то, что у нас было стартовые условия, мы поняли, что у нас есть колоссальное конкурентное преимущество, потому что расти с того уровня, когда у тебя невысокая планка, всегда проще. Поэтому у нас была абсолютная свобода для деятельности. Параллельно у нас был достаточно большой опыт работы с заключениями, потому что вот конкретно я являюсь создателем, куратором обучающего проекта. Уже в течение 4 лет мы на Дальнем Востоке реализуем проект «Медиашкола Дальневосточный репортер», в рамках которого обучаем и журналистов, и пресс-служб. И так как мы, в принципе, курируем тему госинформполитики на Дальнем Востоке, у нас одна из задач была это объединить региональные пресс-службы в единой сетке, чтобы они работали по единой методологии и повышали свое качество. Соответственно, что у нас получилось? Я считаю, что в рамках работы по акселератору у нас получилось создать действительно оригинальный продукт с командой Ильтумен. Причем мы прекрасно понимаем, вообще, коллеги, сегодня надо понимать, что все, что сегодня делается на уровне АП, АП это, все знают, что такое АП, да? Администрация президента, аптека, АП, все одно и то же. Воспринимается с точки зрения выборов. Любая наша деятельность проверяется в итоге на выборах. У нас главная задача – это обеспечить понимание людьми и желательно одобрение того, что делает власть в различных проявлениях, различных формах, различных каналах. Мы можем сколько угодно говорить, что мы работаем эффективно, но если выборы
наши кандидаты проигрывают, значит, мы явно работаем не там, не с теми и не так. Аудитория у нас не там. Как сегодня уже говорили, что последний социологический опрос показывает, что аудитория уходит в соцмедиа. Это действительно так, потому что мы работаем в том числе и со мной диалог, совместно проводим замеры общественного мнения, и они показывают, что среди молодой аудитории уже более 70% аудитории, молодежь, получает новости из соцсетей. Нравится им это, не нравится, это факт. И если мы не уходим в соцсети, значит мы теряем свою аудиторию. Сегодня можно говорить, что молодежь не определяет ключевое значение в выборах на данный момент, но пройдет 5-10 лет, и те, кого мы сегодня не вовлекли в сферу своей деятельности, сделают выбор за нас. Поэтому вкладываться надо сегодня. Вот. Соответственно, возвращаясь к теме медиаакселератора. Уникальный проект, которого у нас, по крайней мере, на Дальнем Востоке не было. И мы в рамках работы с Литуменом сделали акцент на, скажем так, создание экспертного центра, который позволил бы вырастить из депутатов и деятелей законодательного собрания экспертов, которые бы понимали и уважали в СМИ. Это на самом деле большая проблема, потому что реализация последних информационных кампаний, которые мы проводим на уровне окружном и федеральном, показывает, что 90% экспертного мнения на уровне органов власти в соцсетях той же самой администрации президента бракуется. В ряде случаев нам просто говорят табу на комментарии со стороны законодателей, потому что все знают, почему такая команда прилетала. Потому что люди не доверяют тому, что говорят законодатели. Вот мы когда начали работать с Литуменом, мы провели простую вещь. Собственно говоря, я считаю, что любая деятельность должна сопровождаться. Мы провели замер обратной связи. И мы провели опрос людей, где поинтересовались, вообще люди понимают, чем занимаются их избранники. Скажу провокационную вещь, она вызвала достаточно много споров, потому что у респондентов около 80% опрошенных не понимают, чем занимаются законодатели. А эти люди должны избираться. Если избиратели не понимают, чем занимаются избиратели, возникает вопрос, за кого они голосуют. Наша задача состояла в том, чтобы увеличить этот процент одобрения деятельности законодателей, по крайней мере, понимания, чем они занимаются. И я думаю, что в течение года мы сдвинем этот процесс с мертвой точки на примере Якутии и команды Литумен. Потому что есть желание и есть намерение. Но вообще в Якутии, я думаю, как и в Татарстане, есть фишка, с которой не сталкиваются другие регионы. Это чисто национальный фактор и очень сильная центральная власть. И проект хороший, но могу вам сказать честно, что на примере национальных образований очень плохо работают горизонтальные связи и очень хорошо вертикальные. Проще говоря, пока команда сверху не прилетит, никто ничего не делает. Поэтому как только в процесс и в проект вовлекли руководство этих изданий, процесс начал шевелиться. До этого была попытка сдвинуть историю на вот этом вот уровне исполнителей, горизонтальном. На мой взгляд, первое время проект начинал буксовать. Потом он сделал резкий старт, когда в проект подключились руководители. Поэтому я хочу поблагодарить, не хочу затягивать время, хочу поблагодарить коллег из Якутии, которые нас пригласили, и надеюсь, мы будем им полезны. И у меня предложение, кстати, к коллегам из Татарстана есть. У нас достаточно богатый опыт есть по реализации нашей медиашколы. Мы более 4 лет ее реализуем. Сейчас мы провели набор 5-го набора. Набрали мы порядка 300 человек на обучение на конкурсной основе. Предлагаю вам обменяться опытом. Может быть, мы можем быть полезны вам. Можете нас приглашать, мы можем привести наших спикеров и поработать с вашей аудиторией. Нам интересен ваш опыт. Как мы знаем, в рамках обмена опытом и кооперации всегда КПД резко возрастает. Поэтому предлагаю потом пообщаться и поменяться нашими навыками и знаниями. Спасибо. Да, спасибо большое, Алексей Валерьевич. Мы сейчас посвящались, да, и решили, что темы очень интересные. Перед нами еще 2 больших блока есть, да. А так как вот нам прям пишут, что тема интересная, у нас сейчас идет прямой эфир, мы предлагаем сделать большой круглый стол через онлайн, через ВКС, да, который технологии нам позволяют, совместный обмен опыта, собрать более большую аудиторию, может быть, даже максимальное вот количество журналистов, которые сможем собрать, да, буквально в течение, скажем, декады. Да. И я предлагаю приступить к приятной части. Мария.
Начинаем торжественное вручение наград Республики Татарстан. Для вручения наград приглашается первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа Ахметова Эльвира Фанисовна. За вклад в укрепление межнационального мира и согласия, популяризацию традиций и культурного наследия народов России, благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Андросову Гаврилу Гаврилевичу, главному редактору литературно-художественного и общественно-политического журнала «Чолбон» «Саха-Печать», заместителю председателя правления Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии». Егорову Августу Васильевичу, генеральному директору акционерного общества «Национальная издательская компания «Аяр» имени Семена Андреевича Новгородова. Харлампиевой Наталье Ивановне, председатель управления Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии». К сожалению, Наталья Ивановна отсутствует, а награда обязательно будет передана. За активное содействие в организации и проведении Дней Республики Татарстан в Республике Саха-Якутия почетной грамотой Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа награждаются Семенов Анатолий Аскалонович, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Георгию Петровичу Андрееву, заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Колесов Виктор Джамаханович, генеральный директор акционерного общества Республиканский информационно-издательский холдинг «Саха-Медиа». Матвеев Афанасий Павлович, руководитель отдела государственной политики в области средств массовой информации и печати Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Эльвира Фанисовна, спасибо. Для вручения награды приглашается генеральный директор акционерного общества ТАТ-Медиа Шамиль Мухаметович Садыков. Благодарственное письмо акционерного общества ТАТ-Медиа за многолетнее плодотворное сотрудничество вручается Нюргуяне Михайловне Стручковой, генеральному директору Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Саха-Печать». Слово для награждения приглашается главный редактор, руководитель филиала ТАТ-Медиа, редакция газеты «Казанские ведомости» Венера Абдуловна Якупова. Филиал акционерного общества ТАТ-Медиа, редакция газеты «Казанские ведомости» выражают благодарность Христофоровой Марии Николаевне, генеральному директору издательского дома «Иль-Тюмень», за активное информационное взаимодействие и плодотворное сотрудничество в области средств массовой информации. Такая же благодарность объявляется Бочкаревой Галине Алексеевне,
председателю Союза журналистов Республики Саха, Якутия. Уважаемые коллеги, вот с нашей стороны, татарстанской, да, мы завершили церемонию награждения государственными и ведомственными наградами. И хотелось бы еще несколько слов, потому что у нас есть подарки не врученные остались. Разрешите, я их тоже вручу. Потом мы перейдем к награждению уже со стороны Саха-Якутии. У нас еще подписание соглашения осталось. Спасибо. Для вручения наград от Республики Саха и Якутия приглашается заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Георгий Петрович Андреев. От имени главы Республики Саха и Якутия юбилейный знак «Столетие Якутской АССР» вручается Ахметовой Эльвире Фанисовне, первому заместителю руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа. Юбилейный знак вручается Аминову Ильшату Юнусовичу, председателю Союза журналистов Республики Татарстан, генеральному директору телерадиокомпания «Новый век». Юбилейный знак «Столетие Якутской АССР» вручается Гималдинову Фирдусу Салиховичу, директору филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании ГТРК «Татарстан». Юбилейный знак вручается Сагдатшину Ильдару Камилевичу, директору государственного унитарного предприятия Республики Татарстан «Татарское книжное издательство».
Благодарственные письма от Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия за организацию и проведение мероприятий в рамках Дней Татарстана в Республике Саха вручаются Ахметовой Эльвире Фанисовне, первому заместителю руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа. Бакуниной Альбине Гумеровне, начальнику управления по работе со средствами массовой информации Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа. Саляхуддинову Данису Ханифовичу, начальнику отдела средств массовой информации Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа. Георгий Петрович, спасибо. Мы начинаем торжественное подписание соглашений. Для подписания соглашения между Союзом журналистов Республики Татарстан и Союзом журналистов Республики Саха-Якутия приглашаются Аминов Ильшат Юнусович, председатель Союза журналистов Республики Татарстан, и Галина Алексеевна Бочкарева, председатель Союза журналистов Якутии. Для подписания меморандума об информационном обмене между информационным агентством «Татаринформ» и информационным агентством «Якутское Саха-информационное агентство» приглашаются Шамиль Мухаметович Садыков, генеральный директор акционерного общества «ТАТ-Медиа», Виктор Джамаханович Колесов, генеральный директор акционерного общества Республиканский информационно-издательский холдинг «Саха-Медиа». Коллеги, у меня есть подарок, сразу хочу вручить. У настоящего татарина тюбетейки должно быть 2. Знаете почему? Один дома, один на работе. Давайте. Сейчас еще не все. Книга «Татарский мир», «Татар дуньясы». Это больше изучайте. У нас очень много общего. Для нас это очень важно. Хорошо, спасибо. И чак-чак, и Спасибо. У нас тоже от Саха-Медиа такой небольшой подарок, чтобы всегда в ТАТ-Медиа водились деньги. Тут наш кошелек нашего производства якутского с нашими пожеланиями. Без денег, надеюсь? Пока нет, но в будущем возможно. Спасибо. Спасибо, Рахмат. Для подписания соглашения между газетой «Казанские ведомости» и парламентской газетой «Республика Саха-Якутия» Иль-Тюмень приглашаются Венера Абдуловна Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости». Мария Николаевна Христофорова, депутат Государственного собрания Иль-Тюмень
Республики Саха-Якутия, директор издательского дома «Иль-Тюмень». Дорогие наши гости, со своим музыкальным приветствием вас поздравляет звезда якутской эстрады Варя Максима. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех гостей нашей республики и желаю приятного времяпровождения на нашей якутской земле. Намчи син барини, нага кере син барини, уран уостах син барини, угун суох син барини. Того карах отчогуна таба, көрүбүт багайдай того, олох умсулгана таба, тайбыт бейеккеттей. Ол барита мин сана бар айбытие, айылгабыт анан жолу алгабыт, онну кемби жилгабыт. Томаны кайманабыт, оскуйбатти думабыт, олус күзгө актыгабыт, аймагыя соктабыт. Талбата син барини, талы жүгүн син барини, талар кере син барини, талан көрсөр син барини. Того сире хочогуна сире дие умай бытай того, тухам аймалгана тугуп бака сордоудай. Ол барыта мин сана бар айбытие, айылгабыт анан жолу алгабыт, онну кемби жилгабыт. Томанны кайманабыт, оскуйбатти думабыт, олус күзгө актыгабыт, аймагыя соктабыт. Ол барыта мен сана бар айбытые, айылгабыт анан жолу алгабыт, онну кембит жилгабыт. Томаны кайманабыт, оскуйбатти думабыт, олус күзгө актыгабыт, аймагыя соктабыт, аймагыя соктабыт. Перед вами выступала